Представители общественности Нюрбинского района посетили Накынскую алмазодобывающую площадку. Напомним, общественные контролеры сегодня обладают реальной силой благодаря закону об общественном контроле. Закон принят в Якутии по инициативе Егора Борисова, а на российском уровне аналогичный закон подписал Владимир Путин. Из алмазоносной трубки Батобинская в Нюрбинском горнообогатительном комбинате репортаж Романа Савинова. Открытую в 1994 году трубку Батобинская начали отрабатывать в 2013 году. Сейчас крышные работы идут полным ходом. В этом году компании «Алроса» поставлена задача вывести из карьера 6 миллионов кубических метров скрышных пород. Большая часть запланированной работы уже выполнена. Добыча не алмазов, а алмазоносной руды и песков начнется в первом квартале 2015 года. В соответствии с требованиями действующего законодательства проекты отработки Батобинской трубки при представлении на государственную экспертизу обязаны пройти общественные слушания перед населением. В данный момент, как мы увидели, впечатления в основном положительные. Можно сказать, что уже экологической этой опасности нет в данный момент. Но, возможно, в последующем, если производство расширится, может быть, еще можно какие-то дополнительные мероприятия все-таки учесть. Распоряжением временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова в 8 улусах республики, в которых работает компания «Алроса», будет пересмотрен механизм распределения дивидендов и выделения их как неналоговых доходов. Сегодня дивиденды рассчитываются внутри бюджетного обеспечения, и улусы получают их в общей сумме трансфертов. А Егор Борисов поставил перед нами задачу учесть новый порядок при верстке бюджета. Сразу замечу, что средства пойдут на строительство объектов здравоохранения и экологической безопасности, напрямую связанных с комфортным проживанием людей. Помимо посещения трубки Батобинская, представители района побывали на карьере Нюрбинский, в Вахтовом поселке, посетили горно-обогатительный комбинат номер 16 и осмотрели полигон так называемых сухих хвостов, предназначенный для отвала сгущенных и обезвоженных хвостов, обогащения алмазоносных пород. Стоит отметить, что проект по отвалу сухих хвостов прошел в ноябре 2013 года публичные слушания в городе Нюрбе и получил положительные заключения государственной экологической экспертизы. Такой метод складирования хвостов компания «Алроса» использует впервые. С экологической точки зрения, данная схема складирования хвостов, то есть при сгущении, размещение самих хвостов более компактное и занимает меньшие площади. По итогам своего визита в Накын представители общественности района в целом отметили положительные стороны отработки Батобинской трубки. Но все же последнее слово остается за населением Бордонского наслега. Публичные слушания по проекту отработки карьера Батобинский состоятся 19 сентября этого года в селе Малыкай. Роман Савинов, Эдгар Николаев, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба.